Сухопутные, воздушно-космические, железнодорожные, войска Национальной гвардии и другие ряды войск, в которые будут направлены ингушские новобранцы. Повестки призывникам давно розданы. Прием у медкомиссии открылся в соответствии с планом Минобороны России 1 апреля. Служить будут ребята на всей территории Российской Федерации. Будем говорить так, самая ближняя точка у нас это получается Новочеркасск, Волгоград, самая дальняя это Мурманск. На сегодняшний день у нас частично команды укомплектованы не только, допустим, первая команда, но и те команды, которые будут уходить позже. Во многом это зависит от желания самих призывников. Допустим, когда первые граждане, которые приходят, у них, как говорится, будем говорить так, есть право выбора, куда они хотят пойти, в какие рода, виды или в какое место примерно. В очередной набор призывников в армейский строй подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Все получившие повестки должны пройти стандартную процедуру отбора, строгую медкомиссию. Для каждого вида, рода войск требуется определенная категория здоровья. Также военкомат запустил отбор на обучение 30 новобранцев на водительское удостоверение категории С. Мы ежегодно проводим подготовку граждан по военно-учетным специальностям на базе нашего ИРО-РОСТО. Именно подготовку проводим граждан по категории С. В свое время, ранее, когда-то проводили мы также подготовку и по категории Д и Е, но на сегодняшний день она ограничена только категорией С. Поэтому любой гражданин, который изъявит желание быть подготовлен по военно-учетной специальности, он может обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Да, естественно, подготовка граждан у нас проводится абсолютно бесплатно. За подготовку граждан платит Министерство обороны. Естественно, подготовка граждан, она проводится бесплатно. Медкомиссию должны пройти даже те, кто имеет законные основания для отсрочки. Это необходимо для того, чтобы все призывники были внесены в базу данных. Отсутствие приписного свидетельства может создать проблемы в будущем, особенно при трудоустройстве или получении других государственных услуг. Те, которые подлежат освобождению, он может, пожалуйста, ходить. Есть такие случаи у нас, когда ребята, допустим, он знает, что он больной, но он не идет в военкомат, не получает военный билет, ждет предельного возраста и думает, что потом ему дадут военный билет, как будто он здоровый. Нет, по достижению предельного возраста этому гражданину дадут не военный билет, а уже дадут справку, в которой будет указано, что он, допустим, не годен к военной службе. То есть он сам себя обрекает на то, что завтра он себе создает проблемы. Армия – это не только долг, но и важный этап в жизни каждого молодого человека. Служба в армии способствует воспитанию дисциплины, ответственности и самостоятельности. Это время, когда молодые люди учатся работать в команде, преодолевать трудности и принимать решения. Призыв в армию формирует из юношей настоящих мужчин, которые готовы к вызовам жизни. Когда парень призывается на военную службу, находясь там в войсках, в отдалении от родных, близких, он начинает более сильно чувствовать вот эту родственную связь. Он понимает, насколько важны ему родные его, то есть отец, мать, братья, сестры. Он становится самостоятельным. Почему? Потому что там за ним кому-то там ходить, что-то делать, никого нет. Второе, он становится более дисциплинированным. Почему? Потому что армия, она предусматривает распорядок дня, хочет того человека или не хочет. По крайней мере, встать и пойти покушать, допустим, когда он хочет, у него не получится. В любом случае он должен пойти в определенное время в столовую, утром, в обед, вечером, для того, чтобы принять пищу. Получение военного билета открывает перед новобранцами новые возможности в трудоустройстве. Многие работодатели отдают предпочтение кандидатам, имеющим опыт службы в рядах вооруженных сил, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда. Здесь необходимо отметить, что очень много ребят у нас уходят это из семей, которые нормально обеспечены материально, и родители находятся на каких-то должностях. Все это делается почему? Потому что родители осознают и понимают, что для карьерного роста, для продвижения, допустим, по служебной лестнице, их сыну необходим военный билет. Почему? Потому что документ воинского учета при поступлении в любую организацию, учреждение
его в первую очередь требуют, чтобы он был предъявлен. И на сегодняшний день, если у гражданина нету документа воинского учета, то, естественно, ему отказывают в приеме. Также призывники могут воспользоваться и местами на поступление в высшее военное училище. Сейчас такая услуга стала доступнее, которая позволяет помимо военного образования получить и второе гражданское. Большая возможность у наших ребят поступить в военно-учебные заведения. Во-первых, количество военно-учебных заведений их увеличилось. Стало легче поступать. Почему? Потому что конкурс не такой. Второе, будем говорить так, наши земляки, военнослужащие, офицеры, которые выпустились из военных училищ, они сказали, что со своей стороны готовы оказать помощную помощь в поступлении. На сегодняшний день у нас ребята поступают, есть, которые на сегодняшний день у нас оформлены документы, около 60 человек у нас уже, которые оформили. Документы мы будем отправлять до конца мая, поэтому те ребята, которые хотят поступить в военно-учебное заведение, они могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Срочная служба – это не просто формальность, а важное событие в жизни каждого молодого человека. Армия готовит к взрослой жизни, помогает стать ответственным и самостоятельным, а также открывает новые горизонты в будущем. А главное, она учит защищать свою семью и родину. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.